Это здание находится в плачевном состоянии. Прогнившие полы, протекающая крыша и устаревшее специальное оборудование для ухода за маленькими пациентами. Запах сырости повсюду. В таких условиях находились эти дети. Коллектив данного интерната для детей-инвалидов – это врачи, няньки и воспитатели с медицинским высшим и средним образованием. За особенными детьми нужен особый уход, осуществлять который в имеющихся бытовых условиях практически невозможно. В 2019 году на территории интерната возвели новый корпус. Персонал учреждения и сами подопечные строительству очень обрадовались. Они вместе ждали, следили за стройкой, но обжить свои новые пенаты так и не удалось. Объект действительно возвели, но с множеством нарушений. В старом корпусе тогда же якобы провели капремонт. Правда, по результатам многочисленных проверок оба здания признали небезопасными для детей. Оно было аварийное. Этим капитальным ремонтом это здание было приведено в надлежащий вид. Естественно, средства на его приведение в соответствии с требованием Санпина и СНИП по линии Роспотребнадзора, наркоконтроля, хранения веществ, пожарной безопасности. Следовательно, отработать эти вопросы возможности не хватило. Изменениям все же быть. Об этом также в рамках своего недавнего визита в республику договорился основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. После встречи сторон известный российский меценат лично посетил интернат и распорядился о немедленном выделении средств для учреждения. Здесь уже определен фронт и объем работы. На площадке буквально сразу же начался строительный процесс. Строительные компании подключились, ремонт идет, отделочные работы, водопровод там прокладывают, пандусы полностью переделываются, территория благоустраивается. Здесь будет также во дворе делаться местами, ложиться асфальт, бордюры будут обновляться. За столь короткое время проведен косметический ремонт. Специалисты также установили перегородки в санузлах и пандусы с укладкой плитки. Меняют систему водоснабжения и канализации. Кстати, проблему с перебоями водоснабжения, которая очень много лет. Благотворительный фонд «Сафмар» профинансировал не только капремонт корпусов и территории интерната, но и модернизацию водонапорной башни и водопровода. Специалисты раскопки сделали с тем, чтобы установить объем каков. Потом это все будут разбивать, снимать, ставить новые, заново заливать. И потом вот эта труба, которая ведет к скважине для набора воды в башню, она находится на глубине 180 метров. Значит, там в глубине ствола стоит фильтр, туда монтируется, опускается подъемные трубы воды, на конце стоит глубинный насос. Эти подъемные трубы ветхие, эти подъемные трубы также будут менять. Внутренний двор учреждения и прилегающую к нему площадку заасфальтируют. В зданиях появится все необходимое оборудование и мебель. Работу завершат к концу этого месяца. Идрис Ижиев, Хамзат Халхоев, Новости 24.